Бахаджан Торигожина 2 недели тому назад опубликовала пост в Фейсбуке, где она выразила тревогу по поводу состояния здоровья известного ультрамарафонца Марата Жаланбаева, которого осудили на 7 лет за то, что он пытался создать свою политическую партию. Он отбывает наказание в одном из исправительных лагерей в городе Степногорск. Так вот, Бахаджан Торигожина, основываясь на словах адвокатов, которые посещают регулярно Марата Жаланбаева, она сказала, что Марат Жаланбаев похудел и вполне возможно весит 45 килограммов. Она не утверждала это точно, она просто сказала, что вполне возможно. Так вот, на ее пост обиделся Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК, обиделся настолько сильно, что Бахаджан Торигожину вызвали в полицию, и там ей сообщили, что в отношении нее возбуждено административное дело по обвинению в распространении ложной информации. Что самое удивительное, ни Комитет уголовно-исполнительной системы, ни администрация колонии, опровергая слова Бахаджан Торигожиной, не привели никакие данные о физическом состоянии Марата Жаланбаева. Они просто сказали о том, что все, что пишет правозащитцы, это неправда, что Марат Жаланбаев не весит 45 килограмм, но, правда, они же и не привели данных, так сколько же он на самом деле весит. То есть больше, меньше, непонятно. Ну и вот, это дело вот в таком виде дошло до суда. Они прислали туда в качестве свидетеля участкового, который составлял материал, вот это вот административное дело в отношении Бахаджан Торигожиной. Свидетели защиты, они начали спрашивать у этого участкового: как вы поняли, что Бахаджан Торигожина, правозащитница, распространяет ложную информацию? Она не соответствует. Ну как вы узнали, что она не соответствует? По фото даже посмотрите, по фото. Ну при чем тут фото? При чем тут фото? Конкретный вопрос. Вы, ну хорошо, я формулирую его другим образом. Скажите, пожалуйста, а какими сведениями вы располагали о состоянии здоровья Марата Жаланбаева до 23 июля? Вы лично. До 23 июля. В любой нормальной стране суд, скорее всего, привлек бы к ответственности самого сотрудника полиции, вот этого участкового инспектора, за его вот такие доказательства. А правозащитницу, скорее всего, освободили бы. Но это в любой нормальной стране. А в Казахстане все произошло наоборот. Ну и, соответственно, если власть решила закатать правозащитницу в асфальт, то судья с удовольствием садится за руль асфальтоукладчика и выполняет свою работу довольно-таки усердно.